голосование безразлично, да, наше государство, скажем так, парламент должен быть, и мы должны голосовать. Ненавидно дотерміново? А чому? Но нет, не миновито, ну просто, может, кому как удобно, тот так и голосует. А зачем? Кому надо, кому необходимо, надо идти. Мы хотим, чтобы завтра был праздник настоящий. А мы хотим на праздник сидеть, у нас время есть. Нужно ходить на голосование в день голосования, не на досрочное, а именно в сам день голосования, потому что на досрочном голосовании могут подменяться голоса и всякие такие прочие штуки. Надо ходить. А если человеку время какое-то, 17 число не может пойти, он может пойти так, когда ему удобно. Кто-то уезжает или и так далее. Поэтому я считаю, это нормально. Я не ходжу на детермінове голосування, бо я ведаю, що там будуть фальсифікації. Преждевременные эти выборы – это для тех, кто не может проголосовать в день выборов, тот, кто отсутствует или еще по каким-то причинам не может явиться в день выборов. Это наш долг, поэтому мы должны все-таки в день выборов голосовать. Я всегда голосую в день выборов, никогда не хожу голосовать заранее. Ну и считаю, что лучше приходить в день выборов. Потому что возможны фальсификации всяческие. А Я вы не вижу смысла вообще. Если человек будет в субботу, воскресенье, если он будет на месте, то зачем дотерминово? Не вижу смысла. А кто-то голосовать ходит? Серьезно? Серьезно ходят люди голосовать? И верят в это? Я в шоке. Нет, мы не голосуем. Ну, мы старые уже, мы опытные. Очень много было выборов, никогда ничего не изменялось, поэтому мы не голосуем. И не собираемся. Ні при якій власті. Коли є обставини, треба кудись уїхати, то да. Звичайно, ми так само голосуємо детерміново, але ми повинні були уїхати в подорожжя, тому у гэтую неділю будемо голосувати день у день. Ну, в принципе, это удобно для тех, кто не может проголосовать в день проведения выборов. Все. А ви самі голосуєте? Да, я проголосовала досрочно. Чому? Потому что мне так удобнее, потому что 17 число это выходной, я планирую ехать домой. Я студентка. А выборы, понимаете, надо знать человека, за которого голосуешь. А если ты его не знаешь, а если ты только читаешь его программу, это не есть факт. Нужно все-таки пообщаться с человеком. А самое главное – здоровье. То, что нам обещают, ну как-то вот не складывается почему-то это. Во-первых, не вижу необходимости, во-вторых, неизвестно, как там все дальше происходит. Ну, как хранятся эти ящики, как они там, в каких помещениях, опечатываются, не опечатываются и так далее. Поэтому я думаю, что все, кто хочет, может прийти завтра проголосовать. А вы? Я приду. Та же наша соседка, да, Россия, очень любит это все подстраивать, то я уверен, что и в Беларуси в этом деле крайне не останется. А что подстраивать? Ну, те же самые голосования, то есть вот у меня бабушка сама, депутатом была, еще где-то лет 5 назад. То есть она сама знает, как это все происходит, да, то есть этот подсчет голосов, то есть как люди здесь это голосуют. Особо я не вижу смысла голосовать, потому что в итоге все будет одно. К сожалению, я вообще не иду на голосование, и на досрочное точно так же. Поэтому, я не знаю особо кандидатов, и, как мне кажется, очень мало компаний, и они начинают проявлять себя только перед самими выборами. А в период перед ними ничего не происходит, поэтому не знаешь, за кого голосовать, потому что не знаешь этих людей. Поэтому, так как я не знаю, я на выборы не пойду.